Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Глава региона провел ряд важных встреч. Говорили о социально-экономическом развитии региона, поддержке участников СВО и о многом другом. Делегация из Чеченской Республики во главе с Адамом Кадыровым отправилась в Египет. Там обсудили дружественное и деловое взаимодействие в различных сферах. 81 год со дня выселения чеченского народа. Мероприятие в память жертв этой трагедии прошло в Грозном. Сталинская власть предательски выслала их семьи с родной земли. В Театре юного зрителя состоялась закрытая встреча, посвященная месяцу Рамадан. Инициатором стала Хутмат Кадырова. Говорили о том, как наилучшим образом провести священный месяц. В достоверном хадисе Сахиха Аль-Бухари сказано: при наступлении первой ночи месяца Рамадан оковывают в цепи шайтанов, закрываются двери ада и открываются двери рая. Наступил священный месяц Рамадан, время поста и бесконечной милости Всевышнего. Об этом сообщил муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Он поздравил верующих с этим важным событием. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хаме махкой. Война сила йоршолш макки чура бутгина лаха амхилла тхауса сила бошполу шахр Рамадан мархи бутхахили войн шиен чуаха лайлатул кадр бюса йолш شين شو عدوسين قرآن دولش برخي يلسمني نعرش حق يلش ورخ جوجات نعرش داقولش دال شق يوش بالقيخيتم تبيل خوش برز عمليش خوز طايت برز عمليش سن ميلوش سنة عمليش برز عمليش سن ميلوش وزغلوش دال بيركت داش بين خيل وينا هر شهر رمضان بوت خوص ليرة بيسنا وينا بوت حخلي خانا بيروي مارتا دوختيش 25 год شهر رمضان بيتا حلخر ديدو وزخلوش دالا يا بيركتي يول وزخلوش دالا ويباتشح ويقام ودرش عالش دويل دالا بيركتاش بين خيلوين هرسي лабут. Поздравил верующих глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Хаджи Кадыров. Он пожелал чеченскому народу, всем мусульманам Республики, России, а также всей умме здоровья, силы духа и стойкости в следовании пути Корана и Сунны. Работа с населением идет полным ходом, а обращения граждан принимаются в ходе прямых эфиров. О деятельности Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации главе региона доложил его помощник, руководитель ведомства Ахмед Дудаев. Он рассказал, что благодаря практике трансляции проблемных вопросов граждан в студию было рассмотрено более 20 тысяч заявлений граждан. Помимо этого, Рамзан Хаджи Кадыров поручил усилить борьбу с псевдоисламским движением в сети интернет. Подробнее в следующем материале. Для прямого взаимодействия с населением созданы все возможности в регионе. Благодарность за это выражает главе региона министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с чиновником, который заверил, что любые попытки манипуляции общественностью со стороны недругов жестко пресекаются. Представитель Чеченской Республики обстановку изменить عدده كان دي قرش كوتش ده أحد شاب والأحد بنا شاب إنفراستруктур создательنا так делш баишт حسن وقرنا وصل خلش بديش خلش تاع проблемаят то ночи дольш бусок дольш тайгам деш дагер чанда أحد мусаурат бин будерез хаврам ламач в первую очередь дукку элдич дарвашне общественное мнение манипулировать аж попытал в частности интернет-пространство швахол из искусственно запускать деш элдич шел дальше нах либо там духу инструмент, что кастинг инструмент аршхена искусственный интеллект бошел, понятие, инструменты искусственного интеллекта, они позволяют различные инструменты применять, чтобы нах либо нах заблуждение. В первую очередь это элдич дохила нах лица бейт воин гушел рецептую на обратная связь халар, нах хешалар, на амел дешалар, так в этом контексте хорас яхтана регионе, я стрем замач, а юлинок санновое телевидение прямой эфир проект, аналоги яхтана регионе. Хор ирновое телевидение, министр, глава района, руководитель ведомства, хор ирнов прямой эфир хул. Без фильтрации на шейн лук шдег мюлха юртер мюлха касательно любой сферы шейн лук вопрос прямой эфир. Она отхак мешка телефон хату она хатти шутер видео а я эти шутер текстовые я эти шу шедег бой озвучивать до 2019 года а и прямой эфир Юлия Чанером замач.
почти 20 тысяч обращений. 219 прямой эфир провести, и почти 20 тысяч обращений. И обращение в рамках прямого эфира озвучить цель, папка собрать его из руководителя дало. Когда и каждое обращение этим обратной связи, я считаю связи бюллери, это белой, а это обращение рассмотреть решение на остов реал и проверка его. Если это внутренний рейтинг вести его, рейтинг информационной активности. Каждое ведомство в регионе ведет профилактическую работу с населением. Делается это для того, чтобы врагам не удалось навязать чуждые стереотипы и идеологию гражданам республики. Мосту ведомство, что интернет, мосту ведомство, что было больше взаимодействие наладить, но видение мою там оман духл махкан духл элдич даже дагерш болнаган духл интернет, масаре езал. Телевидение есть на министерстве болнахин зашет, на хена, على والشتريش إكسترميش دول وان بيتشخنا عدك أم هلا حلقة بلش والله نلادت بين سودي أو موقت بيتشخنا مستويدا مستوشخلا задействовать. Он ишло, что и хинз было информационный том, из-за якты спецслужб швой публиковать данные, якты институт разрабатывать сценарий школы, что царь смехал, аж мосту ведомство, что бюджета получатель шбо почти 200 тысяч республики, а масса реагировать, да диезал, а хал хватин задачи, в этом плане масса был наладить бинором дамач. А айла дать из этого интернет, что хокка, вин бюч аж хок платформе ва, ваиглать харцдек бюч, что я хокка публиковать, бин ваиглать элдит дуэл, это буга ашен хит تقال تعاون преувеличивать مدي تعاون تمت وشين гуш دكتان ورا أروال شيء بالله دعسويش نوع شيء زربلات وشين гуш دول حال ديت تعاون преукрас شوية سديش وليش زي ما действует его мосту ведомство. В более 60 регионах России есть представители главы Чеченской Республики, в том числе и в новых субъектах. Работа ведется и там. Ни одно обращение не остается без внимания властей. 62 региона представителей Шбухарам Дамач, из-за институт представителей, Дина бокс, он рассматривает обращение еще. Дешуют регионы, вон больницы, вон тикбуа ашвек шейца айдлать проблем не силок милха, так есть представитель обращаться до. Царь за 2024 год 26 тысяч обращений царь рассмотреть. Войвол освещать боды лана ансаха из-за Беркат, Торнир, Амад Ажида Лазот, Нир Беркат, 26 тысяч обращений. Милха Тауаттел, он не стяж да интерзания бюльшбу, так еще Хьюцбол Лерман, это представитель, это был айдли ценнейший взаимодействие, Милху Монтиана, восстал на встречу был и институт представителей из Сана Хейч региона, Йорчки, Бра, тик был бешурам намаш, десятки тысяч обращений рассматривать теж. Так царь Цадик Белш Пешбек, так в рамках СО добровольцев привлекает пеши, что он восстал Пешбек, и что на награды представлять под администрация Аласана, восстал Пешбек, наград шло и Цулсоновой республики Арамнамач, представители 87 национальностей, 87 национальностей в республике. Так православный был, Бусалнах был, 25 тысяч герга православный. Так в республике, а в Махара есть межчцы, цан комплекс, есть православный храм, что мосто представительства с национальностью взаимодействует. Совет при главе Чеченской Республики по межнациональным отношениям. При главе Совета, это Совет национальности представителей включить. Так касается регулярно в течение года заседания Совета проводить рабочей группе. Это амный представительство, амел есть такое взаимодействие. Так царь на горшер вышел инвентарь царь национальный шей двухор дала музыкальный инструмент шела закупать шошер одовайцан. Специальная военная операция. Вокруг нее создается множество недостоверной информации, которая призвана дестабилизировать положение в обществе и вызвать хаос. В этом направлении чеченские СМИ также работают в усердном режиме, донося до граждан истину. В текущем году в СМИ шала квертвой хиттин дихарш из-за СВО, шарасан СВО, угордук было из-за сотни тысяч еще материалов, фильмов, публикаций в рамках СВО нахлиться быть. Если остальные фокус юткарам замач, сулсонов, объявить день год Грозного, год нового строящегося района. Это наш медиаплан разработать, но ответственно обозначить, но если на еще мероприятие, сумман приурочить, яш
Каеч ведомство шок республики беш полбола в рамках года Грозного и освещать беш если ахлюк что то са проблемы атрам замач нах кавайн махар поручениси шабл руководитель шуш интернет чуамбу шей инстаграм страничу телеграм юнаги ладуш наги хешбу кавай царг ладуш согож сар кайчан хаязу сана мастер взаимодействию милха министр глава района шей бахар хвашазин чун отвечать до встречаться до и вайн вушел и кверт решение проблемы риск штغلت ناوت قميال دريق استيعوي взаимодействие наводит перез говорим на маж да луга вал хасан халвал мехда ولش احسن журналисты сидяш ахларам бяш хилчтун халдат тан о милха руководителя телефон дамат вахтом прямой эфире هو да يلي يسجع интервью ло интернет чуабл беш пол болобо из тунел полномочий авторитетларам эду республики ибаняду. Каждый министр, руководитель, служащий, все они должны работать во благо общества, отмечает глава региона. Гражданин России, гражданин России, если руководитель законодательного, муниципального органа власти, так в первую очередь свое я халдишься, если из халатсид шеет беби полбола шахал да похудахватан вы хал ла коч бавиш вы если в голове заложит даться уже он не человек. Министерство по национальной политике и внешним связям, печати и информации выполняет важную роль. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркивает, что перед ведомством стоит задача по донесению до общественности правдивой информации. Смешно и грешно. Максимально дозы давать визира, задача продолжить то, что начал Ахмад Хаджи и наш народ. И те ребята погибали, защищая целостность нашего государства и нашего народа, республику. Вот сам дал мы должны делать все, царь Бечула тысячи раз собой Шин гиндоцы, шин экшен, хездоцы, там бар боже, дышь, хабаршин, ягод, уволили, что ты дона, и яру труда снова. Самый халбол, самый ответственный бол админ ЮА Бартлат бар админ доллар админ дом баон шлари арабол не проблем шпевеш полнах не сene живут в России за пределом дома. Если он чеченец, воеву, иди воеву, да вон имать албойно, дигне имать совок, когда он личные умшили, рядом мы уже оставили свою личную жизнь, мы живем ради сегодняшнего ради народа, да, сюда из рядом, из дозуч, ара, юта, мечад, любой так боже, так баду и дати. Просто так мимо пропустили. До цеха, вухана харин, да, шуг телефон свечу там, а давак шума было, самет милуа чуд, хаттер я, им цагай тержаба, цаб беспочин, специальный дон. И не настроение, галия, доку спецслужб Великобритании, дель аш, Кавказе, частно Чеченской республики, халахала и до царской России, Сренаду юнда, под видом нефтяников, дон шурбак, и чад политик, Кавказ, он даема интересно, дон Западная Европе надо. Враги России делают все возможное, чтобы сломить дух многонационального народа. Наша задача – помешать этому, подытоживает Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Иршо, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. На этой неделе глава региона провел ряд важных встреч. Были подведены итоги работы органов прокуратуры за 2024 год. Отчитались также Социальный фонд России по Чеченской Республике и Фонд обязательного медицинского страхования. Каждое ведомство завершило минувший год с хорошими показателями, которые прежде всего отражаются на благополучии граждан. Обо всем этом подробнее в нашем следующем материале. На встрече с прокурором Чеченской Республики Арсаном Адаевым одной из главных тем доклада стала защита прав участников СВО. Для оперативного решения их вопросов налажено тесное взаимодействие со всеми профильными ведомствами. Активная работа ведется и с региональным отделением Фонда «Защитники Отечества». Пристальное внимание уделяется участникам специальной военной операции. Для оперативного решения их вопросов налажено тесное взаимодействие с военными прокурорами, а также филиалом Государственного фонда поддержки СВО.
Далее внедрена практика организации личных приемов граждан совместно с уполномоченными по правам человека и ребенка в нашей республике, руководителями заинтересованных министерств и ведомств. Кроме того, прокурор доложил о работе по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Вместе с тем, глава региона просит обратить пристальное внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий. Работу в этом направлении необходимо усилить, подчеркивает Рамзан Хаджи Кадыров. Нарушитель нарушение, что за нарушение, предупредить домашних. И потом, если его нарушение, да он, что говорит, права изъятые из эскада, и волоца, села он бьюзен, да он, аргуня, я мощь, бьюзен, это шеер бошня, это элла, что машина, что он лазином, да, да, это элла машина, сам на олу, и на это, вы хотите шорт бош, будет сон, да, он. Права граждан защищали. Также глава региона поздравил Арсана Адаева с 25-летием воссоздания надзорного ведомства в республике и вручил ему медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ об этом ранее подписал Владимир Путин. Указом президента Российской Федерации от 20 декабря 2024 года награждается медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Адаев Арсан Ахмедович. Следующая встреча состоялась с управляющим отделением Социального фонда России по Чеченской Республике Мохаммад Эми Ахмадовым. Он рассказал, что особое внимание ведомствам уделяется людям с ОВЗ, обеспечиваются своевременные выплаты пенсий и пособий, а также их индексация. Касаемо этого вопроса, на особом акценте то, что сюда был санаторный курорт лечения, протезы, такой обшира уже итмашен, лада гранта или инвалидность. Тат межи ючтан приспособительный машинчта. Цейр хаш 100% на полном объеме его почты, что дал мула. С 1 января обшира 9,5% индексации новой страховой пенсии. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил Мохаммада Эми Ахмадова за эффективное решение задач, стоящих перед ведомством, и отметил, что, несмотря на все успехи, темп избавлять нельзя. Пенсионный фонд социальный фонд и бог еще он наладит бахур даже баркалдери задала она мусубел лошан мелодная юштал хаш почда ويدي يقردوي أنا خبرش دي سلام دي سوق دوج أنا غير دوش ويدي ريسبوبليكا ولا تعجل ديش تبقاس أنا برات سلام بقدر نسخر بيدون سندت ديستال ديش تلا إنترنت سنتريال ديش تلا هو زي ما ديش правительство دون администрация конкретно решила даже это самое нуждающее на южном дутусе Отчет о проделанной работе предоставил и директор фонда обязательного медицинского страхования Данилбек Абдулазизов. Он рассказал, что благодаря своевременному финансированию медучреждений жители республики получают высококвалифицированную и своевременную помощь. Да, этот год больше, чем предыдущий финансирован Хрёшуэн из-за ежемесячно Шейхенна Хайоачу за все это время вообще куда мелду цандена зарплата и цанни финансирование сетят стада наших 26 миллиардов рублей 30 миллиардов 400 миллионов рублей бюджет по ОМС. Глава региона поблагодарил Данилбека Абдулазизова за успешную реализацию поставленных целей и отметил, что фонд обязательного медицинского страхования играет ключевую роль в обеспечении стабильности системы здравоохранения, а это значит, что от его эффективной деятельности зависит здоровье и благополучие граждан. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава Чеченской Республики поздравил председателя правительства Магомеда Даудова по видеосвязи с днем рождения. Рамзан Хаджи Кадыров отметил большие заслуги Даудова в динамичном развитии республики. Пожелал ему здоровья и новых достижений. Премьер, в свою очередь, поблагодарил лидера региона и пообещал продолжить упорно трудиться на благо народа. Мы тебя поздравляем.
молодец, он. Слушай, да, вот он, мы как мочь. وبيجي بوتشد مثلا خش أهل أصلا أو شوف بكيش على كي سكشة تقولنا سمولة لا أصلا كي سكشة خاتشو بيا وكي كيش تقولنا سويش سمولة لا أصلا ده ليه وشي لا شادي سنخيل بيج بواخ بيجي بيج بواخ شوف موسو ما دك شو عطوا ده لا تاكنا أصدقوا إن والله بالله بيونا داس وش وصندوق إن أصلا ده إن درج إن أصلا الشيخ نجع سنس شو قال لدوا يا الخيرون هنا يشتون لدوا كل شيء مساكين أصلا ده يوم دي والده وش ما بيمرتوا ده مولا سيد وش سماه وش نية ده هون ديك وش آخر وين تيعب الله يجيشنا ديك وش آخر ونية ده شخوا والنص ده وين جا ديتا دوقوا مش نرشة ديون ديتا سبالة الحمص ما مش دو ساي داعي ديون أخجي الصوت ويسفل عم Tanto se sama që ndo ueli uzdas pisadin don почти ахжи don sani яхна don. صح هاجا شوية يعني صح شو يعني شو Don. Сознательный жизнь дома. Да, лупа вот don. هذا حصل شيء لازم ما موضوع دقيقة دقيقة Ahmad Sila. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров посетил Арабскую Республику Египет. В состав делегации также вошли советник главы региона Усман Байсултанов, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев и постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Турко Даудов. Официальный прием состоялся в штаб-квартире Арабского арбитражного суда. В ходе визита обсудили возможности расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах, международное сотрудничество в рамках компетенции Арабского арбитражного суда, обучение выпускников чеченских вузов в магистратуре египетских университетов, ситуацию в секторе Газа и многое другое. Важной частью стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии». Сюжет Шамила Арсанбиева. Чеченскую делегацию в аэропорту Египта встречают на высоком уровне. Ее возглавляет начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров. А в числе делегатов советник главы региона Усман Байсултанов, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев и постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Турко Даудов. В первую очередь чеченская делегация посещает Арабский арбитражный суд, где состоялось несколько встреч, в том числе с представителями властей Ливии. Они передали Рамзану Хаджи Кадырову благодарственное письмо. Также главе Чеченской Республики и Адаму Кадырову передали награды за борьбу с терроризмом. Представители нашего региона также передали государственные награды. Прошла и встреча, посвященная вопросам координации и сотрудничества между Генеральным секретариатом Совета Арабского экономического единства и Чеченской Республикой. Это позволит расширить инвестиционные возможности. Здесь подписали протокол о сотрудничестве между судом и рядом российских региональных институтов и обменялись государственными наградами. Тема образования также стала одной из основных. Это вопросы обучения студентов из Чеченской Республики в вузах Египта. Здесь же Адаму Кадырову вручили уникальное бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда.
Главной целью является укрепление отношений со всеми арабскими и исламскими странами в сфере компетенции Арабского арбитражного суда. Суд приветствует членство уважаемых коллег, желающих присоединиться к Арабскому арбитражному суду для разрешения любых инвестиционных споров или разногласий. Арабский арбитражный суд обладает полномочиями рассматривать и разрешать споры, возникающие между различными организациями, подпадающими под его юрисдикцию. Для делегации устроили большую экскурсию. В первую очередь посетили мечеть Аль-Азхар, один из важнейших исторических религиозных объектов. Здесь они совершили молитву. Затем Адам Кадыров посетил посольство России в Египте, где состоялась встреча с послом. После обсуждения обозначенных тем посол Георгий Борисенко вручил Адаму Кадырову подарок. Египетские финики в шоколаде. Арабская организация индустриализации – следующий пункт в череде встреч Адама Кадырова. Чеченская делегация презентовала возможности Российского университета спецназа. В свою очередь, арабская сторона показала выставку военной техники. Затем от главы Чеченской Республики президенту Египта передали благодарственное письмо. Чеченской делегации также вручили награды. Важной частью встречи также стало обсуждение ситуации в секторе Газа. Чеченская делегация отметила постоянную готовность оказывать гуманитарную помощь. Шамиль Ирсанбиев и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном почтили память жертв сталинских репрессий. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса памяти погибших в борьбе с международным терроризмом. Участие приняли представители органов государственной власти и духовенства региона. Сюжет Хавы Айдамировой. Массовое выселение чеченцев из родных мест в Казахстан и Среднюю Азию началось 23 февраля 1944 года. Председатель правительства республики Магомед Даудов открыл памятное мероприятие, зачитав обращение главы региона. Дорогие соотечественники, сегодня исполнился 81 год со дня выселения чеченского и ингушского народа. 23 февраля 1944 года, когда десятки тысяч молодых чеченцев защищали родину в боях с фашистской Германией, сталинская власть предательски выслала их семьи с родной земли, объявив всех чеченцев врагами народа. Бесчеловечный акт унес жизни сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Эта величайшая несправедливость закончилась лишь спустя 13 лет. В своей речи советник главы республики муфтий региона Салах Хаджи Межиев акцентировал внимание на важности сохранения памяти о тех трагических событиях и подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Vay Paymar aleyhissalatu vesselam hal daban khil boş bolş Paymar hegn boş vol balans hahbi boş hahbaru daşte kudu hon editsalo ay hahdo tunah ahayuch dega qahiqan bu asuna hayuch beg etay bolş bol bala qit itsawat balayt huda diz mu khil diz tor Muhammed ash elirq Ahmad hajdal gazwat qabul dal suna ihalqa ve Allah İsen boluş bol bal, dela tul boqqa boluş bol bal, balit yaşal geç, otsul boq bal bar, henzvant yadi wat bel khillar, emi bal bar, inzari boq bol bar, moq bu bar, taqa baj bar, nah bay arhalq bar, taqa inzari bal bar, nah şeyş halaq öttin mitchen ad abaq geç ballal, ostayfan. Ba'du bal tier da'if şder kodu, imam Şa'ravi sallah, egir ço darbdaş dolhum hudu, bal itsa bayta, Tibiyen bol bal daibita
Выселение сопровождалось массовыми страданиями и гибелью людей. Несмотря на ложные обвинения и тяжелейшие испытания, чеченский народ сохранил свою национальную идентичность и культуру. Husmushkah daimna husmushkah baqi çardı tagir khiz khindul amyelsh ushlar desh alash desh shaki geçak واحد عدو يشدون يخلون خلر بحنا خل خندل بحنا يتخليت مو خلويس تق بوش خندل مش حقوش خل ديش دوش قاستن دون واش نتاع لردين دون خوزي حدا كان دون وي باتشو يجي دون الدغلات مش دغليت مش بيجيشين تروح برشل همت يكاتشن خز دون. Завершилась церемония коллективным дуа. После собравшиеся, выражая свою скорбь и уважение, обошли мемориальный комплекс. Хава Айдамирова, Ибрагим Батаев. Неделя. Усман Баширов назначен новым заместителем председателя правительства Чеченской Республики. Депутатский корпус по единогласному решению одобрил его кандидатуру. Усман Баширов хорошо зарекомендовал себя в должности министра труда, занятости и социального развития региона, качественно и эффективно выполняя свою работу, отметил руководитель администрации главы правительства республики Галас Таймасханов. Под руководством Усмана Цакаевича Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики качественно и эффективно осуществляет свою деятельность, выполняет значительный объем работы по реализации поручений главы Чеченской Республики и правительства республики в сфере социальной политики. Социальная сфера – одно из самых сложных направлений, отметил Баширов. Он поблагодарил главу региона и обещал в полной мере оправдать оказанное ему доверие. оправдатва акадина буса могшлаца пошках бедовой делаха хизанду со социальной сфере был вышел духанисо юқанвиза акадела хасо дуржим уштина вой духле пач ана далгаз قبلدو سو гимси социальной сфере даватина версо вой меркдас султа асо министр бина хинз вице премьер бина дал молха вой и вой белбол кешама после хадина буса са могшлаца пошках бедовой. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи прошла встреча студентов с известным исламским ученым шейхом Анасом Аш-Шарфави. На мероприятии также присутствовали советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и ректор университета Абдурахим Мутушев. Шейх Анас Аш-Шарфави, ведущий исламский ученый в области вероубеждения, представляя его студентам Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, с которыми проходит встреча богослова, советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов отмечает, что гость обладает высоким уровнем знаний. دال غازوت قبل دويل دال ديق الول شيخ محمد ساين رمضان البوطي إدعقل فنشول ديحا إدعوالشي شي محا تشن كوغ مت دحوهتنا عيلم سقوهر ألا تندين دوشتول تيشلدو إزدوق تيشلدو دينا عبيسن علمان دي أقحويك شول شي مع بوش بولش بقيش عيلم ناخيرة ترقر قرغ علم حائيتسا قوة حق شرشكه خويتش خل دوشتول جينيش دوق جينيش دو أسلنا عقيدة المنجاح تصوف المنجاح وتشين المنجاح وق специалист وهذا. Анас Аш-Шарфави выступает с объемной лекцией. Он поделился с молодежью ценными наставлениями, которые нашли глубокий отклик в сердцах слушателей. Когда один ученый расходится во мнении с другим ученым, или когда искренний и правдивый ученик не соглашается со своим учителем, в этом нет большой проблемы, если это сопровождается искренним намерением и стремлением к истине. Братья, ищущий истину, всегда добьется победы, как бы далеко он ни отклонился от истины, потому что его намерение и искренность приведут его к ней. Ректор университета Абдурахим Мутушев поблагодарил гостя за лекцию и подчеркнул, что такие встречи приносят большую пользу.
هذا معقولة ديريس هلا هر Студенты, будущие богословы и знатоки религии выразили благодарность за встречу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تغنى وكنت عجيز أرخيولش إسلامسك ونرستيتي شيخنا الشرفاوي وأنا عقيدة المنقاح اشتقدوا علوم شكاحة وقعلم ستقويزة إذا أنا وبركة مجلس تعنقي درتو صوت ونا دقة سغوش طلم سعادة استي بوق بيدا بلي لاق إيجر تناخ إرسي يتر تونجعو بركة سموني در تنقل دوارش الله دالة يعني بركة ويلوه. В завершение Адам Шахидов раздал книги, разоблачающие ложность деления единобожия на три части концепции, приводящие к необоснованным обвинениям мусульман в неверии. Ломали Мусаев, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном состоялась закрытая встреча комьюнити Women in Islam, организованная под эгидой одноименного проекта, инициатором которого является куратор сферы здравоохранения региона, помощник главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова. Она также приняла участие в мероприятии, посвященном началу Рамадана. В рамках вечера выступили ведущие специалисты, которые рассказали, как провести священный месяц наилучшим образом. Хава Айдамирова расскажет подробно. В этот вечер театр юного зрителя стал площадкой для получения знаний и обмена опытом для представительниц мусульманской уммы. Особую ценность для участниц представила проповедь хафиза Корана и преподавателя Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Савсан Аль-Мунаджид. Она рассказала о ценности этого месяца и способах укрепления связи с Всевышним в Рамадан. А о том, как правильно питаться в Рамадан, поведала опытный нутрициолог-натуропат Мадина Мадаева. Она подчеркнула важность соблюдения баланса и влияния поста на здоровье. Третьим спикером стала врач-эндокринолог Умул Кулсум Исаева. Специалист дала ценные советы по нормализации обмена веществ в период поста, а также рассказала о возможных рисках для здоровья. В достоверном хадисе Сахиха Аль-Бухари сказано: при наступлении первой ночи месяца Рамадан оковывают в цепи шайтанов, закрываются двери ада и открываются двери рая. Выступления спикеров сопровождались сессиями вопросов и ответов, где участницы могли получить индивидуальные консультации и разъяснения. Особым подарком стала лимитированная коллекция планеров на Рамадан, разработанная специально для проекта Women in Islam. Они помогут мусульманкам провести священный месяц с максимальной пользой. Очень рада, что наш регион развивается, что культ здорового образа жизни прививается, потому что это очень важно. И очень интересные были сегодня и спикеры, и само мероприятие было очень женственное мероприятие. Подарки очень красивые. И хочется выразить благодарность Хутмат Рамзановне, другим организаторам этого мероприятия. На самом деле я хочу сказать огромное спасибо за этот проект. Он был необходим для наших женщин, и он несет в себе много пользы как духовной, так и для физического здоровья женщины. Было безумно полезно. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех организаторов, участников и Хутмат Кадырову за такую возможность. Здесь я спикеров знала. Маша Аллах, каждый спикер внес свой вклад не только в наш мозг, но и в сердце. Я получила очень много пользы как в питании, насчет здоровья и в религии. Women in Islam успешно масштабируется, объединяя мусульманок вокруг общих ценностей. Помощница Хутмат Кадыровой Залина Атаева представила участницам возможности нового сайта, который предлагает онлайн-панель с расписанием намазов, статьи о религии, здоровье и красоте, что делает его полезным ресурсом для каждой женщины. Мы хотим с удовольствием сказать, что мы презентуем сайт. Это наш сайт Women in Islam. Название нашего проекта тоже Women in Islam, женщина в исламе. Он сейчас выглядит совершенно по-новому. Наверное, вы обратили внимание на цветовую палитру, гамму. Вообще цель проекта, сейчас я говорю, наверное, от имени Хутмат Рамзановны, цель проекта – это польза. Это польза и это попытка донести, что ислам – это не только проповеди, но и это и здоровье, и уход за собой, и, естественно, здоровая женщина – это здоровая семья, здоровая нация. На площадках проекта девушки и женщины имеют возможность задавать любые вопросы анонимно и получать ответы от богословов. Вся информация, представленная в рамках проекта, является достоверной и тщательно проверенной. Хава Айдамирова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя.
В селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района открылась новая мечеть. Торжественную церемонию посетил советник главы региона муфти Салах Хаджимишиев. Строительство святыни профинансировал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На торжественное открытие новой святыни в селе Катар-Юрт прибыл советник главы Чеченской Республики муфти Салах Хаджимишиев. Он поздравил местных жителей и напомнил о щедрой награде, уготовленной тому, кто построит Дом Аллаха. حازن بین بر مهمونیه مجد دین خلوار شولستک سونیلس منشاغل یوریو داله دیل خصوم دعوتر سیگاه نور دعوتر دو دیل خصوم دعوتنی وشلمتیک بی پیانات یه دام بوقع مجد گلور امتیک ورستیگل تقاتشلس استیگل مجد گلور سوندره بخبول بو دیل خصوم Жители села выразили благодарность региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за строительство святыни. قهيت موج الله دال سير قوبل ساعة دولار ديل ريزة خلصان دال خيا خلصير تون بق دولشة خزق بقر. После официальной части мероприятия верующие совершили коллективный намаз в новой мечети и прочитали маулид. Мечеть рассчитана всего лишь на 80 молящихся, но для жителей Катар-Юрта это большое событие. Ее назвали в честь Саадат Мадаговой. Ломали Мусаев, Ислам Юсупов, Аслан Висхаев, Неделя. В районе имени Владимира Путина строятся сразу две крупные мечети. Каждая из них сможет вместить в себя около 5000 верующих. Все расходы на возведение святынь взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О том, как обстоят дела на стройплощадке, подробнее расскажет Халимат Шахидова. Один из самых крупных стройобъектов республики и будущая жемчужина Грозного, район имени президента страны Владимира Путина. Несмотря на то, что регион окутали снег и морозы, работы здесь активно продолжаются. Даже несмотря на погодные условия, работа на стройплощадке практически не прекращается. Помимо жилых комплексов и необходимой инфраструктуры возводятся также и религиозные объекты. Эта мечеть станет одной из крупнейших в городе, но пока она еще на этапе монолитных работ. Несмотря на погодные условия, рабочих нам хватает, монолитчиков, сварщиков, у нас есть рабочая сила. С техникой проблем нету. То же самое поставка материалов. Все есть. Производство работы идет в полной программе. Мечеть будет двухэтажная, с массивным куполом, расписанным аятами из священного Корана и 6 минаретами высотой больше 50 метров. Вместительность святыни около 5000 верующих. К тому же при мечети будет и медресе, где смогут обучаться больше 200 мутаалимов. Стены будут монолитные, утепленные базальтовыми плитами и с облицовкой из мрамора. Также будут минареты высотой 54,3 метра. Диаметр купольной части будет 55,6 метра. Высота в зале, молельном зале, высота купола будет достигать 22,6 метра. Еще одна святыня украсит новый район Грозного. Молиться в нем смогут около 5000 мусульман. А построена она будет в восточном стиле. Обустроят и прилегающую территорию. Строительство началось еще в феврале прошлого года. Работы идут стабильно, без проблем, отмечают рабочие. Сейчас идут железобетонные работы. И мы планируем завершить это летом железобетонные работы. После пойдут отделочные работы. Строительство началось в 2024 году, в феврале. Мы начали котлованные работы. Две мечети соединит широкий пешеходный бульвар длиной в 2 километра и шириной в 50 метров. Новый район будет отличаться разнообразием объектов. Строительство идет круглосуточно, все работы идут под пристальным вниманием главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Халимат Шахидова, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя.
Укрепление гражданского единства, сохранение подлинной истории и укрепление традиционных религиозных и культурных ценностей. Эти и другие вопросы обсудили в ходе межрегиональной конференции, которая прошла в Грозном. Ее участниками стали представители органов власти, общественных организаций и духовенства. Они обсудили влияние чуждых идеологий, включающих различные субкультуры, на молодежь и как этому противостоять. В рамках конференции также прошли дискуссии, где эксперты обсудили конкретные цели и задачи в противодействии деструктивным ценностям, которые Запад навязывает молодежи посредством различных коммуникаций. Наша обязанность показать всему миру через именно даже вот такие мероприятия, показать, что мы придерживаемся не тех ценностей западных, которые они нам предъявляют. У нас есть свои ценности, и духовные ценности, религиозные ценности, и семейные ценности, которые мы придерживаемся и будем придерживаться. Проводим такие мероприятия, чтобы наши дети не были невеждами в таких вопросах. И, как уже было сказано сегодня на конференции, они не стали, будем говорить, наживкой для тех, кто пытается ими уманою завладеть. И чем чаще будут такие мероприятия проходить и участвовать будет в ней наша молодежь, тем больше мы будем спокойны за нашу молодежь и в надежде на то, что после нас останется здоровое поколение. В преддверии священного месяца Рамадан Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями провел встречу с сотрудниками Министерства финансов. Богословы разъяснили темы, связанные с постом, а также ответили на вопросы. В своем выступлении директор департамента Аслан Абдуллаев напомнил, что верующий не должен гнаться за мирским, забывая о своем Создателе, поскольку истинное счастье и спокойствие приносит лишь поклонение Всевышнему. درجة سألخور دسو شين لا أحسن سألخور دسو شين لا عديز القول سألخور دسو دلح إشاد الهم شول لخد الهم كرين شول تها أصديق شوح تعيس متجي سوري أدمي إماس متجي أحيوز يشتونز ده سيشتى أردنيا شو علاق شتال إرسا قطش كرصدق ده إشتقلنا أدم إياس يشتغل متج ملايجيو إياس يشتغل متجي Временный долхуманца юзсоющий метиги. Временный бокуду ахча временную. Должность временный до. Дахар временный до. Дюзул временный до. Дала временный долхуманца. Шиаханту ан долхуманца юзсоюзуш эгоншхул. И хуйхон алча иза даиман долхуманц ах исаюзи эго. И юзуш яц. В Грозном набирает обороты стартап Дарбани Дилха, рожденный в стенах университетской стартап-студии ГГНТУ, который намерен совершить гастрономическую революцию. Молодая компания занимается разработкой уникальной технологии производства мясных изделий, основанной на старинных чеченских рецептах, обещая гурманам по-настоящему аутентичный и незабываемый вкус. Сюжет Хавы Айдамировой. Секрет успеха стартапа Дарбани Дилха кроется в умелом сочетании вековых традиций и современных пищевых технологий. Специалисты компании совместно с кафедрой технологий продуктов питания и бродильных производств Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова изучают и адаптируют старинные чеченские рецепты, придавая им современное звучание. Дарбани Дилха – один из самых успешных, на самом деле, наших проектов. Это компания, которая уже начала работать, да, то есть, и по названию понятно, что она входит в промышленное производство, пищевая промышленность, собственно, еда для здоровья или здоровая еда, так сказать. Вот. Сейчас Дарбани Дилха занимается производством продуктов питания. Это колбасные изделия, сырокопченые колбасные изделия, в основе которых лежат, на самом деле, традиционные чеченские рецепты. На сегодняшний день Дарбани Дилха уже подал заявки на 3 изобретения и 1 промышленный образец, включая патенты на рецепты сушеных мясных ребер, вяленого мяса по-чеченски и сырокопченой колбасы, аналогов которой нет на мировом рынке. Особый акцент стартап делает на разработке уникального коптильного шкафа, который позволит создавать колбасу Дарбани с неповторимым ароматом и вкусом. В настоящее время компания предлагает 2 версии своего продукта. Сушеные мясные ребра, изготовленные на основе традиционного чеченского блюда каз, и сырокопченую колбасу, созданную по собственной оригинальной рецептуре.
Производство продукции по рецепту Дарбани Дилха доверено партнеру из Ставропольского края, имеющему сертификат соответствия системы добровольной сертификации продукции, услуг и туризма «Халяль». В настоящее время продукция компании реализуется на базе сети магазинов «Фасоль» и «Караван-сарай» в Грозном. Учитывая, что нынешний рынок насыщен производственными промышленными продуктами питания, которые уступают натуральности на сегодняшний день, то есть не имеет биологическую ценность, необходимую для человеческого организма, у нас сегодня возникла идея именно создать такой продукт, который бы конкурировал бы на рынке и в то же время был бы абсолютно натуральным. В будущем Дарбани Дилха планирует расширить ассортимент и выйти на рынок оборудования для мясных производств, предлагая сушильные шкафы с уникальными характеристиками. Хава Айдемирова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.